Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Времена, события, люди». Сегодня мы в гостях у Владимира Вольфовича Жириновского. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Здравствуйте. Предыдущая передача была связана с началом нового учебного года. Владимир Вольфович разъяснил позицию партии, свою личную, по ряду проблем, связанным с повышением эффективности образования в Российской Федерации. В частности, высказал ряд соображений по улучшению работы дистанционного и электронных форм образования, что нашло широкий отклик у наших телезрителей и новый поток вопросов. Но еще одна группа вопросов, связанных, так сказать, и с вашей деятельностью, и с вами, как ведущим политиком Российской Федерации, это вопросы внешней политики. Тоже очень много задаются проблем. Ну и, конечно, в этой теме самый главный вопрос стоит, это вопрос о наших взаимоотношениях с Украиной. Вот, в частности, тут целая, как говорится, каскад этих проблем. Ну, во-первых, что нам ждать от этого, как говорится, перемирия? Сразу еще раз хочу всем, кто нас видит и слышит, напомнить, что есть внутренняя и внешняя политика, но чаще всего внешняя политика играет большую роль и на внутреннюю. Поэтому говорят, ой, там другие страны, где-то там революции, войны, да меня это не интересует. Но страна-то вынуждена обороняться или даже еще и ввязываться в какие-то военные дела. Посмотрите, какая блестящая была Российская империя. Первая мировая, нас практически никто не напал, но мы оказались втянутыми. Оказалось, далеко какая-то Сербия, Австро-Венгрия, зачем нам это надо? Но так складываются обстоятельства. Наконец, Вторая мировая. Казалось бы, Гитлер во всей Европе хозяйничает, что ему к нам-то лезть? Может, надо было договориться, допустим, и всю Польшу ему отдать, только чтобы он не лез дальше. Может быть, и по Украине договориться, пол Украины еще отдать, только не надо трогать нас с вами. Вроде бы кажется акт предательства, а на самом деле мы сохранили бы миллионы человеческих жизней. Мы потеряли 30 миллионов. Да. А сколько инвалидов умерли потом? Сколько от болезней умерли потом? Поэтому это огромный удар был. Надо избегать войны. И если даже немножко нужно отдать, то это не предательство. Наполеон ждал Александра I в Литве. Давай, приезжай, договоримся по царству польскому. Это самая гнилая часть Российской империи. Да. Если бы он согласился, Александр I, не было вообще нашествия Наполеона. А потом бы не было бы Крымской войны. Поэтому внешняя политика, она главная, определяющая. И в мире постоянно бушуют войны. И сегодня возьмем вот ближайший к нам, так сказать, очаг напряженности Украина. По сути дела, это Россия. Но из-за действий большевиков превратилась сперва в отдельную республику внутри СССР, а с 1991 года и отдельное государство. Русский язык там все понимают, там около 15 миллионов, то есть треть страны вообще чисто этнически русские, еще треть, для кого русский язык является родным, они его хорошо понимают. И, может быть, последняя треть, миллионов 10-12, это действительно жители самых западных окраин бывшей Российской империи, сегодня это Украина, и они находились под влиянием Австро-Венгрии и частично Польши. Сегодня что произошло? Ближний Восток, самая горячая точка, здесь это все-таки далеко от России. А у США, у НАТО, Евросоюза, все-таки главный конкурент, соперник Россия. После 1991 года они думали, что Россия останется ельцинской, слабеющей, и, может быть, даже с отделяющимися частями. Часть Северного Кавказа, может быть, что-то в Поволжье, что-то в Сибири. А, как, например, Сербия. У нее отбирали, скоро там вообще еще один город, Белград останется. Да. А Россия стала меняться. Появился другой руководитель, и уже 14 лет мы идем несколько по другому пути. И это их раздражает. Они не хотят, чтобы Россия снова стала одним из главных игроков в этом мировом оркестре. И не игрок там на флейте,
а мощный контрабас и барабаны, так, чтобы это звучало, Да. кто в этом оркестре. Что Россия возвращается к тому этапу, когда без русского царя в XIX веке не могла стрельнуть ни одна пушка. То есть никто не смел ничего начинать делать на границах каких-то государств в Европе, пока не получат согласие Петербурга. Вот это, конечно, их раздражало, и они решили ударить по нам, напрямую бояться. Потому что Бонапарт ударил, Гитлер, ничего не получается. Только взрыв патриотизма. А вот ударить через создание на границах самого большого из постсоветских республик, Украина, она по территории, по населению самая большая, самая прорусская, ибо практически это русский народ. То есть добиться феномена, которого никогда еще не было, чтобы русские убивали русских. Не просто враждебное государство. Вот Россия хуже, чем Польша. В смысле, Украина хуже, чем Польша против России. Но на территории Украины проживают и русские украинцы, и они, объединившись, убивают русских на Украине и готовы идти биться с Россией. Вот что они сделали за 23 года. Вот опять проблема образования. Понимаете, какое большое значение имеет образование? Идеология, пропаганда и вузы. Это ведь воспитанные в школах Украины и в вузах полностью антирусски настроены. Хуже, чем у нас. У нас немецкие фашисты вызывали меньше ненависти, чем сегодня слово «русский» и «русский человек» для выпускников вот школ Украины, западной особенно, вот этого года, 14-го. Ибо они орали на Майдане москаляку, там, на геляку. Да. То есть русских на вилы. То есть убивать русских. Это страшно. И там это происходит. Расстреливают по любому поводу. Именно в восточных частях бывшей Украины, это Донбасс, Луганск и другие. Поэтому цель была какая? Снова ударить по России, снова понизить ее влияние политическое, идеологическое, как православной страны, и, значит, создать угрозу, якобы, миф, что Россия враг США, враг Евросоюза, враг НАТО. И под это, вот по такой формат, так сказать, состояния международных отношений, резко усилить военные бюджеты США, НАТО и пугать собственное население. Даже в Америке сегодня большинство американцев считают, что Россия враг. А тем более на Украине, там уже 70% считают, что Россия враг. Вот сразу сплетаются исторические моменты, пропагандистские, идеологические, религиозные, значит, национальные. И посмотрите, схожесть двух очагов самых опасных. Россия, Украина и Ближний Восток. Вот, попытка создать новое государство, всемирный халифат, это вот ИГИЛ, государство Ирака, Леванта, значит, новый какой-то вариант талибов, но уже большего масштаба, на большей территории. Если талибы, кстати, тоже в переводе на русский, это учащиеся, студенты. Арабское слово. И в персидском это вот ребята, студенты. Вот декабристы у нас было по названию месяца. Да. Просто в декабре они выступили. Так и здесь. Там группа студентов стали во главе, а так, конечно, большое движение. Но вся борьба идет по религиозному принципу. Значит, внутри христианского мира протестанты, католики, лютеране и так далее против православных. Поджигают православную Украину, уничтожают русских православных на Украине и угрожают православной России. То же самое Ближний Восток. Мусульман два направления тоже. В христианском мире, значит, протестанты, католики и православные, а здесь сунниты и шииты. Шиитов меньше, как у нас православных. В этом смысле нам чем-то ближе шииты мусульманского мира, ибо против них идет война всей суннитской части мусульманского мира. А сунниты это и Египет, и Турция, и там, Саудовская Аравия, там, и Индонезия, Малайзия, то есть большинство стран это сунниты. Даже в Ираке шиитов было большинство, сунниты были в меньшинстве. А шиитов как бы представляет Иран, Сирия, Азербайджан
и частично вот в Ираке и еще в ряде регионов, шииты. Так вот, борьба идет. Как поссорить мусульман? Да. Как христиан поссорить? Нельзя же по религиозному принципу в открытую. Бей православных. Начинают выдумывать, вот сбивают самолет, вот там наказывают за Крым, вводят санкции. То есть ищут повод фальшивый. Потому что христиане западного мира скажут, да вы что, как это? Мы ведем религиозную войну? Вы что, мы против православных? А с какой стати? Так как и мусульманам. Им сказать, что вот вы сунниты, мы вас поддержим, бейте шиитов. Это не получится. Все мусульмане могут объединиться и проявить уже внутреннюю солидарность. Поэтому в основе борьба против православных в христианском мире, борьба против шиитов в мусульманском, но повод находится самый разный. Посмотрите, до абсурда дошло. Барак Обама сегодня будет бомбить те районы Сирии, где якобы находятся, значит, мусульманские боевики, но они же оппозиция Башару Асаду, но он при этом поддерживает оппозицию против Башара Асада. И им будет поставлять оружие. Значит, вечная война. Он, Барак Обама и НАТО, Евросоюз против якобы реакционного исламского государства. А как оно образовалось? Оно образовалось из боевиков, которые уже не нужны в Ливии, в Египте, в Сирии, в чем-то в Турции. И самое главное в основе это офицеры армии Саддама Хусейна. Когда американцы взяли без боя Ирак, там было 400 тысяч армия Ирака. А Саддам Хусейн, гвардия, лучшие гвардейцы, 120 тысяч. Их же не расстреляли, их в лагеря не посадили. Они долго ждали, это сколько, 2003, 10 лет они ждали, а теперь они встали. Есть оружие, наркотики, доллары, территория, и нету границ практически. Воюет Сирия, ослабленный Ирак, плохо дела в Иране, там, как говорится, тоже нестабильно. Значит, везде какие-то, значит, колебания, поставки оружия, очень много нефти и газа на всем Ближнем Востоке. И курды, национальный момент, против курдов и турки, и персы, иранцы, и иракцы. Но курдов много, их 40 миллионов. Поэтому сегодня там целый набор противоречий. Все друг с другом воюют. То есть смысл какой? Хаос. Создать хаос, вооруженный конфликт, все друг друга убивают. Идеология одна – смерть. Смерть другому, у кого другой флаг, другое имя. И при этом объявлять из Вашингтона, из Брюсселя: мы за демократию. Давайте поможем. Посмотрите, какая демократия в Ливии. Каддафи нет, там выборы проходят. Там убивают друг друга, нет, там нету диктатора. Смотрите, Ирак, был Саддам Хусейн, а теперь там выборы. Снова вот избрали нового премьер-министра. Поэтому вот все страшно. Вот у нас идет Третья мировая война, и у нее 9 фронтов. Вот этот первый фронт, иракский, он сегодня снова активный. Эта война началась в январь 91 года. Потом у нас оранжевая революция, август и декабрь 91 года. Как главный двигатель мирового процесса нас сваливают вниз, в пропасть. Потом Афганистан, до этого еще был 2001 год, как раз годовщина, вот 11 сентября была. И дальше фронты какие? Вот уничтожают Югославию, фронт Балканский. Вот Афганистан, фронт. Вот фронт Южный Кавказ. Азербайджан, Грузия, Армения, Карабах, Осетия, Южная Осетия, Абхазия. Вот Северный Кавказ. Боевики, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и так далее. Вот Индия и Пакистан, страшнейший конфликт, разделенный народ. Индусы по религиозному принципу. Вот Западный Китай, фронт, тоже боевики, Туран против Китая. Религиозный. И, наконец, запускают последний, самый страшный, 9-й фронт. И везде религиозный фактор. Везде религиозный фактор. Китай, буддисты против мусульман. Вот. В Афганистане, значит, пуштуны против узбеков, значит, против таджиков, против туркмен и так далее, против харазейцев. И тоже в основе есть какие-то факторы и исламские, и, в принципе, в основе все-таки борьба против белых, которые всегда приходили туда, европейцы. Устал Афганистан, его все время захватывают, колония захватывают. Индия, понятно, мусульман, религиозные, разделить Индию, разделить Югославию. СССР разделили, оранжевая революция, 91 год, август и декабрь. А Россия сильная, мощная,
И нужна война рядом, на границе. И война самая необычная. Слушайте, русские против русских. Дураки, что ли, русские? Вот как сделали. То есть идеологически за 23 года это все 9 фронтов Третьей мировой войны, все идут. Балканы затихли, Украину подожгли. Афганистан затих, Ближний Восток подожгли. Затихнет, подожгут Западный Китай. И еще Северная Корея. Вот все 9 фронтов. Дальний Восток, Северная Корея, Западный Китай 2, Пакистан, Индия 3, Афганистан 4, Южный Кавказ 5, Северный Кавказ 6, Ближний Восток 7, а Балканы 8, Украина 9. 9 фронтов Третьей мировой войны. И вот 9-й фронт украинский, вот он 9-й фронт, он самый опасный, рядом с нами. Ливия далеко, Ирак далеко, Афганистан далеко, Китай далеко, все далеко. Но как Россию снова ослабить? 91 год не повторить. Поэтому надо ослабить ее через вооруженное столкновение. Чтобы русские на Украине напали на русских в Ростовской области, Белгородской, значит, там, Краснодарский край и так далее. И диверсионные дела. Вот смотрите, сейчас у нас уже несколько месяцев кто-то убивает водителей на трассе Дон-5, кто едет на юг. Не могут найти. Если это грабители, ничего не берут. Ценности, документы, все целое. Подоплека какая? Политическая. Если убивали по половому признаку, возможно, маньяк убивает женщин-водителей. Нет этого. Педофил, дети, ничего не трогают. Только убивают. И постоянно. Кто это делает? Диверсионные отряды, засланные с Украины. Люди, подготовленные в ГРУ, в нашем, Главное разведывательное управление, но оставшиеся там семьи, там квартира. Люди, прошедшие Афганистан, прошедшие наш Кавказ. Представляете, какая сложность у нас будет? Ведь русский язык у них, родной язык. Как их вычленить? Это же очень сложно. А там воспитали ненависть к нам, к России за 23 года. Они, может, мальчишками были в Афганистане, или мальчишками были, значит, там, при Ельцине в Чечне. И там их ранили. И в Грузии были в 2008 году. Вот это все международные отношения, но они не только на границе Ростовская область, Белгородская, залетают снаряды, беженцы. В любой точке России, на любой дискотеке. Хорошо, ты не молодой, в дискотеку не ходишь. Хорошо, ты мужчина, в магазин не ходишь. Но ты за руль ты должен сесть? У тебя машина есть. Да. Ты где? Ты в доме, они дом твой взорвут. То есть безопасности никакой нету. И преступность приобретает политический характер. Диверсанты, которые убивают людей именно в политических целях. Уже 14 убийств. И найти не могут, потому что они русские. Они, возможно, это агентура, подкупленные отставники, офицеры, которым некуда было уйти. Они и живут здесь, а ночью выходят и убивают проезжающих машин и так далее. Вот это все связано с Украиной. Вывод, Владимир. Да. Ну, с Крымом все ясно, ничего не получится, никому не отдадим. Что Новороссия? Новороссия, мы ее тоже в прямом смысле никак не отдадим, чтобы снова все это вернулось под киевскую власть. Но я думаю, это очень длительный процесс будет. Скорее всего, как Вьетнам, на 20 лет. И юг Украины это будет как бы вот Южный Вьетнам, ну, да. А Северная Украина. Ну, это не важно по набору сил. Главное смысл. Корея, Северная, Южная. Вот. Германия, Восточная, Западная. Вот. И это выгодно американцам. Для чего? Постоянная война в Европе. Держать в страхе НАТО, Евросоюз и ослаблять Россию. Это выгодно для поддержания доллара. Доллар будет расти. Это выгодно для экономики. Заставить покупать американские товары, в том числе энергоносители. В чем-то чуть-чуть, может быть, на копейку, это выгодно России в том плане, что можно обучить свои войска. У нас нету полигона. У нас учение, но учение в мирной обстановке это, ерунда, извините, да. Пусть студенты на меня не обижаются, это анонизм. Да? Ну хорошо, мирная обстановка, учение, вы белые и синие. Да. Белые захватили синих. Да. Ну вы же знаете, что это солдаты вашей роты. Что, это же не учеба. Да. Как операцию делать на кошке. И то там кровь, там же развязать. А операцию теоретически делать на чертежах. Вот хирург показывает, вот мы кладем больного, вот мы разрезаем, вот мы ищем. Так и тут. Любой армии нужна война. Нам это не выгодно, мы это не провоцируем. Но какой-то плюс минимальный из того, что это будет долго длиться. Вот обучить приборы ночного видения, как они действуют в боевых условиях. Да. То есть там новая техника, новые БТР, техники, беспилотники, разведка, резидентура,
Ну, в общем, очень много вопросов. Это инженерные войска, железнодорожные войска. Где им помочь срочно восстановить путь? Мы же не можем у себя разрушать путь. А это реально разбомбили железнодорожные станции. Реально возможно взрыв на электростанции. Возможно заражение бактериологическое, химическое, значит, ядерное и так далее. То есть единственный плюс, который мы сможем извлечь, не мы организовали эту войну, это добиться повышения уровня боевой подготовки наших войск и помочь так Новороссии, чтобы в конечном итоге она одержала победу. И все 9 южных областей Украины вошли бы в состав нового государства Новороссия. Вас-то эти деятели не арестуют? На меня уголовное дело в Киеве. Уголовное дело. Но также и на них уголовное дело. Мы возбудили на Авакова, на Наливайченко и на всех остальных. Где такое было в мире, чтобы лидер парламентской партии, на него в другой стране возбуждали уголовное дело, поскольку он якобы поддерживает кого-то. А почему он должен поддерживать? Это русский, это программа партии. Программа партии, я могу вам показать ее, так сказать, лозунг. 91 год. Главный лозунг моей избирательной кампании. Я кандидат в президенты. Я буду защищать русских. Это идеология партии. Сегодня это в повестке дня. Сегодня это в повестке дня. И я не рад, что это идет через войну. Но кто войну начал? США, Евросоюз, НАТО. Но победа будет за нами. Будем ждать снова май 45-го года в Киеве. Спасибо, Владимир Вольфович. Мы, я думаю, от лица всех телезрителей благодарим вас за тесное общение, которое вы всегда готовы нам оказать. Желаем вам здоровья, успехов в работе и новых творческих свершений. А я пожелаю всем слушателям, студентам, преподавателям быстрее приобретать знания, такие, которые будут более эффективные, влиятельные, и не допустить заражения оранжевой заразой студенческих умов нашей страны. Спасибо. И никакой революции, и никакой войны. Спасибо. До свидания. Уважаемые телезрители, до свидания. Ждем ваших откликов.